Эта книга, изданная в виде монографии, является первой работой о Конституции. В ее создании участвовали не только кыргызские ученые, но и доктора юридических наук зарубежных партнеров, в том числе европейских. По мнению участников, эта работа стала большим началом раскрытия полярных взглядов и восприятия с одной единственной идеей – конституционализации страны, без которой невозможно построение справедливого общества. Без конституционализации общественных отношений построение справедливого общества невозможно, правильного построения государственной власти. Поэтому, конечно, очень удручает то, что эта монография появилась впервые после 30 лет независимости, поскольку конституционное право является основой всех других прав научных, всех других отраслей права. И это нужно осознавать. Председатель Конституционного совета Бекбосун Борубашев, принявший участие в конференции, заявил, что общественный интерес к основному закону возрастает, но в то же время мало информации о том, как он был написан. И отмечая, что это было выявлено при внесении поправок в Конституцию в 2021 году, он добавил, что нынешняя монография даст старт исследованию идеи конституционализации. Конституционная культура состоит из 4 элементов: знание Конституции, ее использование, защита основного закона и реализация. Мы должны соблюдать все эти важные аспекты, анализировать и защищать. Конституционный суд имеет такие полномочия. Мероприятие прошло при поддержке программы верховенства закона в Кыргызской республике «Фаза-2». Александру Тенасе, главный эксперт программы, сказал, что писать эту монографию было очень интересно, добавив, что эта научная работа привлечет внимание тех, кто ценит демократию. Вовлекая молодых в такие проекты, на самом деле мы обеспечиваем будущее конституционного развития и исследования в Кыргызской республике. Но она предназначена в основном для вузов, для людей из академического сообщества, для студентов, для Конституционного суда, для парламента Кыргызской республики, потому что она включает не только какую-то, я не знаю, аналитическую составляющую, но также это касается новой Конституции Кыргызской республики. И, по-моему, это первая попытка комментировать определенные новые институты, которые появились вследствие принятия Конституции Кыргызстана на референдуме прошлого года. Депутаты Джогурку Кенеша, члены Кабмина, судьи Верховного суда и местных судов, представители администрации президента и других госорганов, а также представители общественных организаций, научных кругов, экспертного сообщества и международных организаций были приглашены для участия в конференции. Рашид Алиев, Нурдан Карыбеков, Пирамида.